Всем привет! Всем привет, да. Салем. В эфире подкаст «Женщины беспокойного ума». Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова, и мы вернулись спустя Какое-то приличное, время, да. Кстати, смотрите наши выпуски, у нас очень интересный сезон сейчас. Однозначно. У нас родилась одна тема, сейчас мы будем ее обсуждать. Попробуйте первую минуту хотя бы догадаться, о чем пойдет речь. Что ты хотела со мной обсудить? Игуль? Конечно, это немножко уже не, как сказать, актуально, мы не успеваем за повесткой на самом деле, но где-то месяца полтора назад Каспий банк выпустил серию роликов, посвященных теме мошенничества. Понятно, что это очень важно сейчас. Но суть ролика, по всей видимости, сняли, кстати, создатели сериала «Мошенники», потому что там был продюсер Состав, да, и каст есть такой. режиссер, ну, в смысле, Рустем, который в главной роли в «Мошенниках». Ситуация совершенно банальная. Женщина сидит в телефоне, тыкает, там мы видим, что она выбирает себе наряд, и муж, соответственно, вот этот герой сидит и смотрит, там что-то задает какие-то вопросы. Она в итоге покупает это платье онлайн-магазин, Инстаграм мы видим в кадре, и потом не может до них дозвониться. То есть ситуация показывает, что ее обманули по факту. Но зацепило вот что. Муж сказал: ты тупая, ты ленивая, тебе нужно было проверить вообще, прежде чем сливать деньги куда-то в неизвестность. Я думаю, ну надо же, опять... Я понимаю, что благие намерения были у авторов, да, но не такими словами и не с таким посылом. Почему они ролями не поменялись? Почему мужчины в сети не покупают, что ли? Или они не становятся жертвами мошенников? Ну, как будто бы считается у нас, что шопингом и расходами занимается женщина, как будто бы весь быт на ней. Ну, хорошо считается, но закуп все равно каких-то. не этими словами. В общем-то, я не выдержала, я написала в соцсетях, что Каспий, вам как бы не стыдно. Почему меня это триггернуло, да? Потому что я сама женщина в декрете, работающая женщина, и у меня нет совершенно возможности, вот просто физической, ходить по ТРЦ, по магазинам. Да, это тоже вид определенного удовольствия и даже развлечения в наше время, да, когда ты ходишь, там, можешь сам себе что-то выбрать. Но иногда бывает необходимость купить что-то онлайн. И это тоже ты восполняешь недостаток того самого дофамина, серотонина. Тебе это просто жизненно необходимо иногда что-то вот прям купить. Что я могу сделать как потребитель в данном случае, да? Ну, посмотреть, много ли подписчиков, много ли это, да? И, Отзывы какие, да, да. отзывы почитаешь. Ты это быстро-быстро сделал, быстро-быстро оформил. Как я обычно шоплюсь? С 10 до 11 часов вечера, когда у меня ребенок либо засыпает на руках, и мне надо его держать, либо он только уснул, и я могу там полушепотом в телефоне быстро-быстро что-то сделать. У самой глаза слипаются. Но, оказывается, я ленивая, а еще и тупая, раз я это делаю. И тебе нельзя доверять бюджет, нельзя доверять деньги и Вот. финансы. Поэтому сегодня у нас тема Финансы. Женщины и финансы. Я, знаете, вдруг сообразила, мы же подпишем название этого выпуска, и там будет сразу видно, То что есть никаких женщины- интриг. Ну, вдруг вы, не читая, начнете слушать, и тогда, в общем, все сойдется. Мы решили поговорить действительно о финансах, и я подумала, что мы будем говорить просто о том, как сейчас женщины, не знаю, насколько сильно изменился их подход к финансированию, к планированию, к, не знаю, к собиранию ресурсов. Давай сразу здесь разберемся вот с чем. После изучения большого количества источников мы все-таки читаем, да? Я, например, тоже когда мифологию изучала, и там много было данных у Фрейзера по поводу там, как вели себя женщины в новозеландском древнем обществе, полинезийском и так далее, и так далее. В общем, неважно. И даже наша кочевая история показывает, что женщина и семейный менеджмент, это так будем говорить, да, обустройство быта, обеспечение его, наполнение его чем-либо, да, чтобы
у тебя всегда было на столе что-то, чтобы дети были одеты, обуты, это все равно всегда забота женщин. То есть определенным количеством ресурсов денежных, даже если она сама их не заработала, все равно она распоряжается. И это обществом воспринималось нормой. И вот этот миф о непрактичности женщины, легкомысленности, о том, что это транжира, о том, что она не контролирует, не понимает вообще, откуда их деньги берутся. Это как будто новое такое. Здесь надо привести один пример. У меня есть одна хорошая подруга, которая не работала. Ей деньги всегда приносил муж. Но при этом она умудрялась использовать эти деньги таким образом, что у нее всегда и дастархан был полон, и дети одеты, обуты. Еще она там что-то экономила, и эти же деньги давала в долг своему мужу. Понимаешь? Какой интересный подход. Хороший подход. Кстати, когда девушку это раньше сватали, это тоже был же один из ключевых вопросов, насколько она хозяйственная. И, видимо, под хозяйствованием я здесь понимаю вот это вот умение. Да? То есть как можно говорить о том, что женщина не умеет там распоряжаться ресурсами? Это просто на корню отметаем. Но при этом, при всем, опять же, да, вчера буквально я прочла статью в журнале Forbes. Новая профессия у человека. В общем, его компания, его зовут Ерлан Рустамбек-Улы, он, короче, занимается тем, что помогает очень-очень богатым людям совершать преемственность. Да. Статья называется так: «Преемники престолов, как наследники бизнес-империи сменяют своих отцов и мужей». Вот. Я даже тут обратила внимание, отцов и мужей, а что не жен? Условно. То есть маловато у нас олигархов. И те, которые есть, они как-то все больше в скандальной хронике фигурируют. Совершенно нормально там оговаривается про то, что часто отцы не могут передать бизнес. Вернее так, нет. Там, вот на что я обратила внимание сейчас. Вот, сначала нам казалось, когда мы только планировали этот выпуск, что мы будем говорить либо о нашем окружении, либо о историческом бэкграунде, о том, как это было в прошлом устроено. Но все-таки где-то вот у меня лично была какая-то надежда, что уж олигархи или там очень состоятельные элита казахстанская, она по-другому мыслит, как-то более прогрессивно, не знаю, поездила по миру, дети учили, не знали, в Оксфорде, в Кембриджах и так далее. И уже у них-то есть какой-то подход, который исходит из того, что неважно какого пола человек, но если у него мозги есть, и если у него есть критическое мышление, вообще он может выполнять любую профессию. Кстати, пока не забыла, у нас есть еще выпуски по поводу чисто женских профессий, чисто мужских профессий. Посмотрите. И что мы выяснили, пока мы читали этого эксперта? На что мы обратили первым делом внимание? Да, что отцы до сих пор напрягаются с вопросом, если, например, нужно передать наследство или бизнес дочерям. Не принято. Между сыновьями. И не дай бог еще жена унаследует бизнес, да? Да, то есть... Просто тон был вот выстроен таким образом, что все-таки это проблема, если бизнес переходит к женщине, неважно, жена или дочь. Сразу вопросы возникают. Да. Как это воспримет правление компании или корпорации, как это воспримут деловые партнеры, как это воспримут сыновья, которых как будто бы обошли. Да. И был конкретные примеры. Да. Мы заговорили про деньги, про финансы, и как-то началось это все хаотично. И наверняка сейчас скажут, вообще никаких проблем у нас с этим нету, потому что и вопросы финансовой грамотности сейчас достаточно широко освещаются. Вот я тоже, кстати, подумала, ты обратил внимание на то, что финансовая грамотность, она как-то прям актуальной становится. И финансовая грамотность стала актуальной в связи с тем, что заговорили о женской как бы защищенности. Это как фактор женской защищенности, будем так говорить. Угу. После принятия закона Салтанат, после вообще всей шумихи вот вокруг бытового насилия, это вот один из гарантов твоего благополучного состояния, благополучной твоей жизни, это наличие как бы финансовой подушки безопасности, умение заработать себе, обеспечить себя. И не быть полностью тотально зависимой от... Да, поэтому сейчас достаточно и курсов по финансовой грамотности, и ликбез базовый всегда можно получить. Более того, мне кажется, в сфере финансов именно коучей девушек очень много появилось. И в соцсетях мы наблюдаем такой тренд, когда они обучают и рассказывают не только там каким-то финансовому планированию базового бюджета там, и так далее, но и инвестированию.
То, что работает в Да, долгую, да, да? да, да. Долго. Но я подумала, что еще к этому подтолкнули такие перемены, там появилась криптовалюта, появились какие-то необизнесы, то есть мир-то меняется, и общество реагирует. И вот тут как раз мы можем Ну, посмотреть, отследить, как это сталкивается да, с нашими, не знаю, традициями и какими-то установками. да. Давай все-таки посмотрим с Мгм. точки зрения истории, как это было. Можно ли говорить, что все девушки казахские, будем так говорить, Мгм. женщины-кочевницы, там были совершенно чужды всем этим финансовым, всем заправляли мужчины. Кочевое общество было устроено по родовому принципу. Понятно, что женщина не владела, ну вот по Адату она Мгм. сама не владела, ее приданое доставалось роду. Но при этом ты вот упомянула о том, что именно рачительные хозяйки, именно такие прагматичные женщины, они заправляли вот всеми Мгм. ресурсами. Может быть, здесь Было даже нужно... понятие марзакатын, вот наша Да-да-да. любимая, да, это женщина, вдова, которая могла при взрослых сыновьях, детях уже не обязана была выходить замуж второй раз, поскольку ее могли содержать взрослые сыновья, и клан с этим соглашался, и она управляла вообще этим. То есть Да. она была таким То есть, может быть, здесь руководителем. имеется в виду разделить понятие финансов. Вот есть некая какая-то бытовая составляющая, да, хозяйство. Я вот И есть, ну, я не знаю, умение работать состояние семьи. с деньгами именно работать. Ну да. Но смотрите, я сейчас упомянула про, скажем так, средний слой, к которому относилось большинство казахского общества. Но если брать верхушку ту же самую, то не так много имен сохранились. Но мы, например, рассказывали о дочери Бурундук-хана. Она жила в Самарканде, она была выдана замуж, это казахская принцесса, и она была как-то келин, Шейбанидов. Шейбанидов, да, то есть она была невестка. И вот эта дама была очень обеспеченная, а у нее Очень были предприимчивая. предприимчивая, у нее были просто такие, как не знаю, на современным языком предприятия, земли. Есть официальные упоминания всего имущества, которым она заправляла, и это была не номинальная какая-то Да-да-да. фигура, да, она распоряжалась этим всем. Она там отписывала в мечети, в общем, давала на Вакх медресе, тот вакх самый. это назывался, да. То есть такие женщины, есть, например, это уже, если дальше мы пойдем, в середину XIV века, знаменитая жена узбека хана, мать и бабка ханов Золотой Орды, Тайдула. Она совершенно легально осуществляла какие-то переговоры и торговые операции с итальянскими торговыми республиками. Там ей писали из канцелярии Папы Римского. Она зафиксирована во всех летописях персидских, арабских путешественников, тюркских летописцев. И она была совершенно самостоятельной фигурой. Понятно, что она была в большей степени политик. Скорее всего, мы об этом и тоже говорили в нашем подкасте. Вот. Но я думаю, что она и в финансах тоже хорошо разбиралась, потому что кто-то говорил, что она была очень скупа и прижимиста, а кто-то говорил, что в своих интересах она могла, в общем, вот использовать как раз вот эти вот ресурсы клана, ну, не клана, тут скорее всего То есть она государства. просто правильно распоряжалась. Да, но я думаю, что она не разбазарила как раз. Ну, я думаю, что любая из тех там... Сколько их было правительниц в книге Бахриевичок? Мы говорим о правительницах мусульманских государств, Да, их да, было да. 33, она их насчитывала 33. Любая из этих 33, раз уж она правительница, наверняка разбиралась и в финансах, и ресурсах, и раз они могли управлять государством, то финансовая часть – это неотъемлемая часть. Забыла еще про одну женщину упомянуть, она-то как раз казашка, и мне кажется, вот перед записью мы как раз про нее немножко говорили, это ханша Айганым, вдова Вали хана, и мы ее больше знаем как бабушку Апа Чокана Валиханова. Женщина, чей клан, чьи земли попали в переходный период, то есть они осели. И я Айгуле сказала, что, наверное, ей пришлось как-то осилить 1С бухгалтерию того времени, чтобы вообще как-то иметь дело и вообще с русской валютой, с русскими рублями, понимать вообще, что сколько стоит, сколько выпросить из русской казны, сколько уйдет на строительство ее усадьбы родовой Сырымбет. Вот. Так что я думаю, что она уж точно была с финансовой жилкой. Помнишь, мы говорили о том, что Байбише, в общем-то, была хранительницей ресурсов, да? Да. Точно не мужчины заправляли хозяйством, когда, например, нужно было перекочевывать. Все это же тоже определенный порядок и учет
будем так говорить. Они делали реквизицию вот этого всего. Ты вот это Сколько имеешь в виду. там это, сколько сундуков, сколько в сундуках чего хранится. Каждой дочери приданое собрать. Гениально. Самое главное с рождения дочери все это собрать, сохранить, сделать это соразмерно текущей инфляции периода. Точно. Да, то есть то, что Точно. казалось вчера десятком лошадей, сегодня могло быть уже 20-кой. Слитки серебра, опять же, того же Отец, драгоценные допустим, там камни, давал деньги, но все эти шелка, там, я не знаю, одежду, серьги, это вполне сырва, могло вот это быть всё. инвестицией в будущее девушки, потому что все эти украшения частью приданого, даже если она возвращалась домой, в смысле с разводом эта женщина могла забрать всегда с собой. А Все разве это это не оставалось частью? Нет. дети оставались, Да, сыновья нет, оставались, ее да-да-да, приданое да-да. могло Можно было вернуться вместе с ней, истребовать. истребовать. То есть все ее персональные вот эти украшения, это же инвестиция, Ну да. правильно? И собрать это, сформировать вот этот, как назвать, пул, я не знаю, портфель буквально какой-то Да-да-да. инвестиционный, это была задача чья? Матери, конечно же. Я вспомнила, как мой папа, еще когда я была маленькая, всегда шутил, что наша мама... Я, говорит, премьер-министр, а наша мама, говорит, министр финансов нашей семьи. Это Я прямо думаю, вообще что он даже в признал. большинстве семей так оно и происходит. Моя любимая политолог Екатерина Шульман периодически напоминает о том, что как многие люди очень удивятся, когда обнаружат себя в условиях бытового матриархата. Когда мало того, что жена и мама и бабушка распределяют все финансы в доме, она же решает, куда семья поедет отдыхать, она же решает выделить деньги на здоровье, на, не знаю, санаторное, курортное лечение или на операцию. С ней же обсуждается вопрос, куда идет да, это ребенок учиться и сколько будет стоить это обучение. тот Куда? самый Куда семейный без них? менеджмент, которым чаще всего мужчины голову себе не забивают. Считается, что они более глобальными вопросами Либо заняты. они пребывают в иллюзиях, что это они этим рулят. Наш Инстаграм, наш YouTube-канал нашего подкаста и нашей студии «Эмерген» по-прежнему бомбит ролик, набирающий уже миллионы, о том, как девушка-участница конкурса красоты 89 года из Казахстана, ей задают вопрос. Ее просто спросили, кто в семье, по-вашему, главный? И она, подумав, сказала... Равноправие Она должно сказала, быть. равноправие Ну, это должно в быть. духе Советского Союза было, в принципе. Ну, она сформулировала то, что вообще, конечно, идеология преподносилась советских времен, но и сейчас стало актуально, когда мы говорим о гендерном равенстве, там, не знаю, там, о феминизме, о том, что вообще нормы меняются, даже та же пресловутая новая этика. Это все попадает примерно в ту же сторону. И как людей бомбит под этим роликом, может быть, людей триггерит как-то совсем уж прям такой нагруженный либо западными ценностями, либо советским каким-то прошлым равноправием. Если вы придумаете новое слово, может быть, мы просто не в курсе, мы не эксперты, Да. но вдруг у вас есть своя как-то версия тех процессов, через которые мы проходим. У меня есть вопрос. В этой статье упоминалось, что когда начинают разбирать, из чего состоит наследие, из чего состоит состояние фамилии, обнаруживается, что дом записан на бабушку, там машина, особняк на сестру или на жену, что-то на дочь. Я подумала, что вот здесь как будто мало, да, у кого сопротивление возникает, как будто это надежно записать, что она, ну как это, сохранит. Как тебе вот такое? И не уведет, и не уворует, и не... Я думаю, что здесь контекст не тот, здесь какой? это просто особенности национальной экономики, так будем говорить. Просто это избегание налогов и каких-то движений. Например, если просто посмотреть по новостной повестке, вот все, что происходит с наследством Булата Назарбаева, там бесконечные склоки именно по этому поводу, что он понаписал на всех. Без разбора. Да, а теперь они там это... доказывают, что они не просто написаны, а имеют к этому отношение. Да. Когда я читала того же Таласпека Асимкулова, для меня это как бы источник, где жизнеописание было быта вот таких советских, ранее советских казахов. И меня тогда всегда удивляло вот что, да, там вот у них бедность, там, условно говоря, ну, в бедных семьях, когда нечего было есть, там на столе максимум что-то там, минимум был, да, но приходит гость,
И хозяин так, жена, накрывай на стол. И это все время почему-то ответственность женщины. Типа, а что она должна на стол подавать? Вот это вот меня всегда забавляло, потому что если Дастархан бедный в доме, опять же, это какая-то вот типа, У тебя должен был внезапно быть прибыток откуда-то. да. То есть это все время на шее женщины, да. И, видимо, вот эти вот наши сентенции по поводу А, того, что гордиться тем, что ты рачительная хозяйка, там и так далее, они вот отсюда ноги растут, а, понимаешь? Ты настолько вот хитромудрая должна быть, что у тебя в загашнике спрятано что-то, что ты не даешь ни детям, ни себе, ни мужу, даже если вы сильно голодны. Но когда придут гости, ты это достаешь, и на тебя снисходит слава рачительной хозяйки. какая интересная версия. Это версия Нет, это Асенкулова я или... вообще, это мои собственные А я знаешь, измышления. как это увидела Я этот просто подход? Я соглашусь с этим. всегда на это смотрю, я читаю, думаю, ну вот он ей сказал, ай, қатын, дастархан жай. И вот я думаю, вот что она должна вытащить? Не әкелу керек бұл дастарханда толып тұру керек, қонақ келді ғой. И вот она там в каких-то эпизодах она там, стесняясь, что у нее ничего нет, там выварила какой-то кусок одного мяса и в эту сорпу там или в воду добавила муку, там какое-то вот это варево сделала. Креатив проявила. Да, и смущаясь, стесняясь, вот это подает на стол. Ну, как бы, камон, это же не твоя проблема, это же, ну, либо общесемейная, либо твоего мужа, который, ну, не создал условия. А вот я сейчас так скажу и скажут, почему мужчина должен создавать какие-то условия? А потому что у женщины в те года, в те времена не было возможности, как сейчас, пойти самой заработать. Правильно? Да. А если даже она шла в колхоз работать там или еще что-то, ее обвиняли в каком-то там что она это... Не настоящая хозяйка. Да, что она дома не сидит, что она там рвется куда-то. И опять же, да, я сейчас совершенно бурно, видимо, и хаотично мысли в голове двигаются. Я подумала, попалась на глаза мне Шара Жиенкулова, ее история. Она была дочкой зажиточной семьи верненских купцов, да. Не спрашивая родителей, даже против воли родителей, вышла замуж за Джандарбекова, да, за артиста, и пошла жить вот эту буйную, богемную, артистическую жизнь. И я думаю, вот из-за того, что она была, видимо, балованная девчонка, наверное, с характером была, понимаешь? Настолько с характером, что она вырвалась из вот этой вот классической схемы существования женщины и зажила своей жизнью. И слава богу ведь, иначе бы у нас не было бы этой яркой личности, да? И этой пары. И этой пары замечательной. Но тем не менее, вот спустя даже века там и года в Казахстане все равно пропагандирует образ послушной девочки, молчаливой девочки, покорной девочки, да? А вот эти вот характерные, которые ломают стереотипы, они все равно плохие. Ну да, на них болезненно реагируют, настороженно, соглашусь. Я вот просто зависла, когда ты рассказывала про вот этот вот жест такой обрядовый, что хозяин пришел и говорит хозяйке, как это, стели на Дастархан, все такое насыщай. Это такой, вот этот вот, ну это же ритуал, да. Любой хозяин так скажет, это законное гостеприимство. Да. И в нашей семье также говорит отец. Я просто подумала, что здесь такое ощущение, что как будто от жены, помимо того, ждут, что она рачительная хозяйка, из ничего сделает это богатство. Мэджик должна создать. Да, мэджик, да. Это вот что-то такое есть, знаешь, это вот как мы, когда в какую-нибудь финансовую компанию или операцию там вкладываем и ждем вот этот большой прирост. Ну, непонятно каким образом банк или, не знаю, какая-то финансовая организация это прокрутит, но вы должны дивиденды получить. Вот к женщине в данный момент относятся вот как будто вот такого чуда ждут. Помимо того, что ты должна там быть домохозяйкой, ну, в смысле, весь этот дом, очаг, там, дети обязательно воспитанные хорошо, да, и ты еще должна из ничего все время что-то рождать. Это стереотипное сейчас, опять же, представление. Если ты приходишь к кому-то в гости, да, и дома там, условно, не очень как-то, да, все, и некрасиво, не убрано, там, я не знаю, эстетически тебе не нравится, и еще и на Дастархане ничего нет, никто не обвинит в этом мужчину. Ну да. Это вот прям... Так ведь мужчину уже не обвинят, если он будет, не знаю, 20 лет на одном месте работать и так сильно расти не будет по карьере. Ну, как бы... Ну, почему? Ну, не все амбициозны, как будто бы мужчине это простят. Мне так кажется. Ему найдут оправдание.
Ну, вот я об этом и говорю. Ему найдут оправдание, Я об что этом и скажут, говорю. ну, у него не сложилось там. Да. Или еще скажут, что у него жена Не не поддержала его. поддержала, Да. не мотивировала должным образом. Да. Это тоже у нас как-то в рамках нашего сестринского чата там обсуждали, и одна из девочек говорит, надо нормально мужа мотивировать, чтобы типа тебе не пришлось вкалывать там. Да, у нас там есть дом, но надо еще мотивировать на большее, там вот так. Вдохновлять. Да, вдохновлять. Да. А другая сестренка говорит, ну, вот, что-то, видимо, я такой не очнический Коуч. мотиватор, раз мой муж так и за 20 лет ничего не добился. Опять же, почему мы должны взваливать на себя еще одно чувство вины? Камон, это же Соглашусь. отдельная личность Соглашусь. со своими амбициями, со своими талантами, характером, умениями, знаниями, которые он получил или недополучил, да. Единственное, что ты можешь, это поддержать или наоборот, я не знаю, Ну, усугубить в нем то, ну, что либо там быть худшее есть, да. параллельно жизнью просто своей, возможно, Мгм. такой вариант есть. Не наша ли задача, ну, как бы вкладывать в себя, в свое развитие? Ну, допустим, там, если я чувствую, что я могу зарабатывать, мне это нравится, Мгм. да, я могу реализовывать свои таланты, можно я сосредоточусь на себе? Ну, в крайняк у меня есть дети, Мгм. которые как бы все равно моя обязанность там, в конечном счете. Мгм. Потому что уроки с детьми делает мама, то есть за уровнем получения знаний все равно отвечает мама. Мгм. За тем, как они приучены, там, я не знаю, к бытовому хозяйствованию, тоже чаще всего мама. Папа может научить там стучать молотком, я не знаю, люстру повесить, может научить и колесо от велика приладить на место. Ну, в футбол поиграть, В футбол не поиграть. знаю, Но рассказать все о равно вот это вот космосе. деление, как бы оно у нас все равно есть же в Сохраняется, вот обществе, да, сохраняется. Внешний мир, Да. за внешний мир отвечает мужчина, за внутренний Какой отвечает бы, женщина. какой бы прогресс там в мире не происходил, какая бы там цивилизованность у нашего общества не все равно вот это деление, оно классическое, еще сильно. Но оно сохраняется, а деньги и финансы, по-моему, это всего лишь отражают. Это же инструмент, И, кстати, и недавно в чьих кто-то руках он. в Инстаграме мне прислал ролик, причем человек совершенно чуждый мне и моей семье, ну, в смысле, это не так, чтобы в близкий круг прислать мне вот этот ролик популярный, где парень там что-то натирает унитаз и поет, типа «Сенен айелен, сенен мамаң емес», что-то там «Сенен айелен, сенен мамаң емес», тряпканы алды, өзің жу, там, ну, как бы посыл классный, я такая думаю, это Неплохой что ролик. за намек вообще? Это вот... То есть, мне кажется, он не тому человеку прислала, по-моему. Надо было твоему сыну прислать. Нет, это типа твоя жена, не Да. твоя мама, убирай за собой. Да. Ну, я и говорю, Твоя жена не мужчине. воспиталка твоим детям, помогай ей, что-то Я же такое. говорю, там Посыл месседж совершенно хороший, да. мужчинам посыл. И, может быть, в западном обществе, я не знаю, есть вот это вот, когда мальчиков воспитывают в смысле, что они сами себе все должны обеспечить. А у нас нет, у нас до сих пор это, девочки отвечают за мальчиков. Ну, какие-то культурные особенности точно есть. Мгм. Вернее, различия точно есть. Потому что я помню, что когда какие-то всплывают рассказы о том, как наши женщины выходили замуж за иностранцев, там обязательно спрашивали, у вас совместный бюджет или раздельный, как это тебе муж не дает. Тут как раз все наши вот эти вот ожидания привычные вываливаются, в смысле. Или вот это вот. Ты, кстати, сама как относишься к вот этому посылу, когда, ну, как бы мужчина должен тебя обеспечивать? Вот по-честному, чесноку? да, по чесноку. По чесноку, он не должен. Должен или не должен? Нет, он не должен, но участвовать и соучаствовать в моих Ну, это жизненных довольно, этих. как сказать, Блин, нейтральный ответ. мне нравится. Нет, я выросла, долгое время я выросла в ощущении, что муж, отец, брат старший и партнер вообще, он 50% точно должен меня поддерживать. 50%. Ну, не полностью, потому что я не собираюсь вот так сидеть на облаке, чтобы мне денежки просто скатывались. И я такая говорила, ой, спасибо, господин. Нет, это вообще не мой вариант. Но 50% я бы хотела партнерского какого-то участия. Это да, это честно. А у тебя как с этим? Так же. Но если я могу больше 50. Не поняла, если ты будешь больше, ты больше... То есть я нормально отношусь к тому, что не
вот это вот неравноправие, что там Мгм. у каждого вклад Перекос должен какой-то, быть, да. да. Если кто-то может больше, он может больше. В смысле, от Если в того, этот сколько он момент я могу зарабатывает. больше, я вкладываю в семейный бюджет больше. А Ну, если я могу сейчас вот меньше, то есть по возможности. То есть для мгм. меня семейный бюджет понятие такое вот Плавающий, да, такой? плавающее. Прикольное вот это движение. Я вспомнила, у меня есть тетушка, пенсионерка, она когда смотрела новости казахстанские, и там мелькало в интервью Григория Марченко, бывшего председателя Нацбанка, она говорила, я, говорит, из его речи, говорит, понимаю только 3 слова: плюс-минус коридор. Вот про деньги всегда так. Либо плюс, либо минус, Либо либо... коридорчик. Да. Говоря о финансах и управлении ресурсами, денежными ресурсами, мы все равно упираемся в классический разговор о разделении женского и мужского вот чисто по ролям. И у нас все равно приходит, даже в советские времена, вот буйные советские времена, когда женщины получили возможность работать и зарабатывать, Мгм. по-моему, вот это вот у нее появилась помимо домашней еще одна дополнительная нагрузка. Да, это очень, как бы, казалось бы, прогрессивная штука, она обязательно искажается. Конечно, «Москва слезам не верит» знаменитая, где она стыдилась, героиня, где стыдилась сказать Да. Сколько она слесарю, зарабатывает? что она директор завода, сколько она зарабатывает. Это же понятно, что сценарий писали мужчины, понятно, что и фильм снимали мужчины, да, но они же отражали то, что как бы превалировало в тот момент, а мы наследники этих установок. Даже мы с тобой, когда вот про финансы заговорили, как у нас устроено, даже я зависла, что я прям, я могу сказать, повторюсь, там в девичестве мне казалось, нет, муж должен зарабатывать, а я могу работать, но моя зарплата такая несерьезная, и это, кстати, объективность, что женщины зарабатывали меньше, потому И что они сейчас, женщины, и и сейчас то же сейчас, да. самое. То есть Но откуда вот это ты вот это, ущемление, вот ужимание, то, что собственно? сейчас вспоминаешь, это Объективное? то самое, когда говорили, есть же такой прикол, типа, мужу говорит, твои деньги это наши деньги, а мои деньги это мои деньги. Да, да. И вот этот стереотип, он тоже, ну, как бы стереотипная установка о том, что женщина, если зарабатывает, она тратит, типа, на свои, на финтифлюшки, Это говорят. такая психологическая А защита. Как мужские вот деньги, объяснить вот типа, это на общее. неравенство? Как вот это объяснить? Только либо его как-то высмеивать, либо как-то, замалчивать не получится. Поэтому отсюда вот этой корни установок, да, вот на твоих, это тебе на бантике, это тебе на ленточке. Здрасте, почему у меня не должна быть, не знаю, какая-нибудь такая своя собственная подушка безопасности, где я могу сказать, знаете, это что, а сегодня вся моя семья поедет, не знаю, Да, в Париж. да. Или я не на бантики потрачу, а куплю акции, Кстати, да? вот если вы вдруг оперируете новым финансовым инструментом, напишите, пожалуйста, где-нибудь в комментариях вообще, что вы думаете, умеют ли женщины, могут ли, получается ли у женщин. И Еще вообще, как зависит ли получается. от гендера или нет. Очень, очень получается у многих. Я знаю, что многие женщины сейчас увлекаются инвестированием, даже если по чуть-чуть там, складывают, формируют свои портфели, это правильно. Недавно мы писали сюжет, где говорили о доле женщин в малом и среднем бизнесе. 50 на 50 почти что. Руководители женщины вот именно в малом и среднем бизнесе больше всего женщины. И, кстати, когда мы говорили в одном из выпусков про женщин-руководительниц, мы вспоминали ту самую Веру Сухорукову, с именем которой, да, был связан... Аким Семипалатинска. Нет, Усть-Каменогорска. До этого Семипалатинска, вот. зам Акима Я помню Семипалатинска. просто в мою Она к бытность... вам перешла от нас. Да, она когда пришла в Усть-Каменогорск Акимом, прям все говорили, ну она же женщина, сейчас порядок наведет. Ну да. То есть это прям такая... Вот такое Заметное было было представление, событие. да. Чаще всего, по моим наблюдениям личным, вот когда смотришь, именно производственный бизнес, когда мы не просто там купи-продай, да, там, а производим что-либо, да, это и выпечка, и какие-то там, вот сейчас, например, есть предпринимательницы, которые заготовки продают, полуфабрикаты. Это вот все-таки чаще всего женские. А вот все, что связано с Очень хотелось бы неосязаемыми сказать, технологиями. что большое производство, тут рындрес, да, это что это везде мужчины. Да, есть такие, но у нас этих единиц, крупных промышленниц, на самом деле, по пальцам перечесть. Ну а жизнь-то человека, ну как бы в среднем, если так смотреть, обеспечивает вот этот малый и средний бизнес. А это все-таки женщины. И опять же, да,
Я как будто все время хочу доказать, что женщины способны. Не надо ничего доказывать, я знаю, что они способны, но мысли все время крутишься, Скорее и опять прессинг же, да, снять. Скорее снять Да-да-да. прессинг с женщин, какую-то стигму. Ну вот я просто в ответ на самую свою первую сентенцию о том, Мгм. что там представлять стереотипно, что женщины неразумно тратят деньги, они только становятся жертвами мошенников, тупые и ленивые, вот я все время хочу вот это стереотипное представление опровергнуть, сказать, что среди нас миллион умных, которые, если даже и попались на уловки мошенников, только потому, что мошенники стали изощренные. И я, да, тоже бывало совершала Мгм. покупки онлайн, которые потом там вших. Ну, Мгм. благо, что это были какие-то мелочные суммы, которые я могла себе позволить. Да. Но это не потому, что я тупая и ленивая, и уж точно мне не лень было проверять, а просто потому, что у меня не было на это времени или необходимости, Ну, да, там. объективно было так сделано, устроено таким образом, что все выглядело легально, Да, 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 да. вполне И, нормально. блин, вот это весь этот выпуск и все вот эти мои высказывания, это в защиту мысли, что мы можем управлять деньгами. Мы, кстати, большой пласт тобой пропустили 90-е. Камон, всю экономику тогда вытянули 90-е, женщины. 90-е, я вот даже не знаю, это вот, наверное, как тот случай, когда как-то из ничего женщины что-то сотворили. Да? Такое, чем благами чего мы пользуемся сейчас. Или, по крайней Недавно мере, я на базе буквально которых там живем что-то вот дальше. листая, наткнулась в пост, где девушка благодарила свою маму за то, что та не сломалась именно в 90-е, что отец там спился, а мама там сначала вложила деньги в одно предприятие, но ее кинули там, Мгм. но она, тем не менее, из крупиц там что-то создавала, не досыпала, не доедала, но сделала. И семья как бы выжила. И таких историй я побоюсь, Ну, не тысячи, побоюсь тысячи, сказать, то, тысячи, что да. тысячи действительно это Это прям точно. основу. Говорю, что тогдашней народной экономики составляли все женщины. У тебя вот лично есть ощущение, что как девчонки вообще относятся к деньгам? Ну, вообще как-то спокойно, неспокойно, интересно им это вообще, такие финансовые инструменты? Мне кажется, сейчас в принципе не только девчонки, все дети Мгм. увлечены темой финансов Мгм. и уже понимают, что и как. Это опять же к вопросу, да? Кто-то скажет, что, может быть, женщин мало в руководящем звене, но в 90-е или там вот это вот в средние века, в ранние там советские времена женщины могли управлять, и они управляли из того знания, которое у них было бытовое. А если бы им давали специальное образование? О, да, кстати. А если бы им давали специальное образование, доступ к этому специальному образованию, экономическому, будь то, я не знаю, управление финансовыми, как это правильно делается, а не так по наитию, как там бабушки рассказали. Хотя бабушкины знания тоже определенная информация, конечно. Ну, это, конечно, база. Я вдруг вспомнила, у меня мама, она закончила Семипалатинский бухгалтерский колледж, экономический, я не помню, как он там назывался, финансовый колледж. И спустя годы, а у папы есть высшее образование, он в технологическом работал, учился, закончил, учился. И вот мы недавно с отцом разговаривали, и он говорит: слушай, говорит, а почему мне даже в голову не пришло, что можно было, ну вот, маме как-то высшее образование дальше продолжить. А я же, говорит, там работал, ну, поспособствовал, ну, заочно бы она закончила. Я говорю, я не знаю, папа, давай у мамы спросим. Мы спросили у мамы. Я говорю, а почему ты не пошла дальше учиться? Она говорит, а ты знаешь, говорит, а тогда вообще не требовалось. Это никак не помогало, не сказывалось на зарплате, вообще не требовалось для То есть резюме, не для карьеры. стимулировалось. Никак не стимулировалось. Достаточно было какой-то корочки среднего специального образования, и все. И она потом задумалась, сказала, ну, наверное, даже бы и мне даже на это и времени, и сил не хватило. Я же с вами занималась, с детьми, семьей. То Ну есть вот высшее опять же, то есть образование, есть все время она так какой-то представила, она могла быть министром финансов. тормозок, Кстати, почему бы тормоз, нет? который мешал бы женщине развиваться. Ну и стереотипное представление, что, в общем-то, ей это не надо. Зачем тебе завтра замуж выйдешь, детей родишь, будешь дома сидеть? Давай подытожим, что мы сегодня поняли. Если говорить про историю, женщины легко управляли финансами в прошлом и на самом высоком государственном уровне. Факт. Постсоветскую экономику казахстанскую точно вытащили предпринимательницы,
большой их вклад в этом. Я не буду говорить, что 100%, но большой их в этом вклад есть. А это точно умение работать с финансами, умение сберегать, умение планировать, умение инвестировать и так далее. Может быть, не чисто в денежном выражении это выражалось, но то, что они в этом были успешны, тоже факт. Ну и сейчас мы говорим о том, что финансовая грамотность, планирование, управление ресурсами, это прям доступно каждой и интересно очень многим. Поэтому надо просто следовать этому ведению, не позволять себе в первую очередь и другим оставлять себя вот в рамках вот этого стереотипа, что ты девочка, хочу $1 000 000 и на ручки называется. Вот, с вами были «Женщины беспокойного ума». Меня зовут Айнур Музибаева. А меня Игуль Черендинова. И сегодня мы говорили про деньги. И про финансы. Смотрите. Подписывайтесь, делайте перепост, ставьте лайки, будьте нашей аудиторией. Всего доброго. До новых встреч.